Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана» в студии Мария Ледовских. О самых заметных событиях Сосногорского района в сегодняшнем выпуске. Конкурс профмастерства. Педагоги дошкольного образования соревнуются за звание «Воспитатель года». Золотые сердца. В Сосногорске отпраздновали День добровольца. Память поколений. В Сосногорске началась работа над формированием подарочного издания о городе и районе. Не за горами самый добрый и волшебный праздник – Новый год. И наш город потихоньку начинает наполняться волшебством. Огни нарядных гирлянд уже радуют жителей, а на площади имени Гагарина совсем скоро засияет елка. Сейчас будут проводиться работы по установке елки в сквере «Паровоз». И также в этом году запланировано, куплено уже, ожидается поставка елки на белку с шишкой. Наряжение елки будет выполнено чуть попозже, потому что сейчас стоят морозы, то есть с гирляндой опасно работать, мало ли там что-то лопнет или еще. То есть на следующей неделе, как морозы подспадут, будем наряжать уже елки, выставлять фигуры, готовиться к Новому году. А тем временем в Сосногорском районе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление. Украшать можно фасады, витрины, прилегающие территории жилых домов, общественных зданий, организаций и учреждений. В настоящий момент проходит прием заявок на участие в данном конкурсе. Прием заявок состоится с 2 декабря по 22 декабря. То есть после окончания приема заявок комиссией будут рассмотрены все объекты, и до 25 числа будет принято решение, кто победил в той или иной категории, то есть на лучшее оформление фасада, территории и витрин. Новогодняя рождественская атмосфера, созданная совместными усилиями, подарит всем жителям и гостям нашего района праздничное настроение. Успейте подать заявку до 22 декабря. В понедельник в Сосногорске стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». Лучшим работникам дошкольного образования предстоит презентовать коллегам свои методические наработки. Подробности далее. Конкурс профессионального мастерства состоит из нескольких испытаний. В понедельник в детском саду номер 1 участники поделились своими педагогическими находками. По словам жюри, главным критерием в этом конкурсе выступает инновационный подход к воспитанию и обучению детей дошкольного возраста. Мы хотим увидеть что-то новое, не используемое ранее. В первую очередь мы смотрим это педнаходку, что нового вообще принесли в свою работу конкурсанты. Второе – это на грамотность, на грамотную поставленную речь, на умение работать с публикой, умение работать с детьми, преподносить свою работу четко, конкретно. Воспитатели представили свои работы в формате презентации. Участница Марина Васяева работает педагогом дошкольного образования с 2019 года. На оценку жюри ей была представлена работа «Дети в дизайне». Такое направление в образовательном процессе воспитатель выбрала не случайно. Моя жизнь изначально была связана с дизайном, но все поменялось с рождением моих детей. Когда я их повела в первый раз в детский сад, та теплая атмосфера, которая просто царила в детском саду, мне просто не хотелось уходить оттуда. И тогда незамедлительно я решила, что я пойду учиться. И да, случилось так, что я пошла учиться в университет СГУ, и теперь я педагог дошкольного образования. Изначально для меня существовал дизайн только для детей. А теперь, когда я узнала о такой работе с детьми, что с ними можно тоже заниматься дизайном и внедрять это в педагогическую практику, конечно, с удовольствием я это осуществляю. Проекты, представленные на оценку жюри, оказались достаточно разносторонними. Это и использование жидкого теста в творчестве, сказкотерапия и даже детское экспериментирование. Детский сад – это вообще такая интересная сфера деятельности, в которой можно всегда развиваться и развиваться именно на пользу детям. Тем более сегодня технологии очень интересные, современные, их нужно осваивать. То есть дошкольное воспитание не стоит на месте, особенно сейчас. Оно такими быстрыми темпами развивается. И вот мы смотрели занятия, проектно-исследовательская деятельность сегодня в теме. Сегодня в теме опытно-экспериментальной деятельности. Дети сегодня развиваются в процессе деятельности, когда им интересно.
Вторым конкурсным испытанием, которое прошло во вторник в детском саду номер 15, стало педагогическое мероприятие с детьми, где воспитатели наглядно продемонстрировали свои проекты. Много воды, да? В этом конкурсе жюри оценивали умение педагогов вовлекать детей в образовательный игровой процесс. Сегодня тенденции дошкольного воспитания идут к тому, чтобы мы развивали деятельность ребенка. Деятельность должна быть заявлена от детей. То есть не педагог говорит, нужно сделать так, нужно пойти сюда. А это должен сказать ребенок, и тогда ребенку интересно. Мы должны дать ему право выбора. Испытания продлятся до 7 декабря. Подведение итогов и торжественное награждение пройдет 15 декабря в рамках муниципального фестиваля самодеятельности работников образования «Самоцветы», посвященного Году педагога и наставника. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. К слову о дошкольном образовании. В связи с изменением федерального законодательства в Республике Коми устанавливается единый способ предоставления компенсации платы за присмотр и уход за детьми, которые посещают детские сады. Если сейчас в Республике Коми родители вносят плату за детский сад не в полном объеме, а с учетом уменьшения за счет компенсации, то с нового 2024 года сначала нужно будет полностью оплатить месяц пребывания ребенка в детском саду, а потом получить компенсацию платы. Размер компенсации при этом не уменьшится, он останется на прежнем уровне. Для родителей дошкольников плата за присмотр и уход сейчас составляет 145 рублей в день. Для родителей детей младшего дошкольного возраста 143 рубля в день. Компенсация 30% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего. Перечисление компенсации будет производиться до 15 числа месяца, следующего за прошедшим, на счет, который укажут родители в своем заявлении. Это может быть перевод на банковский счет, а также перевод по почте. Вчера в России отмечался День добровольца. По всей стране чествовали людей, которые бескорыстно творят добро. Обычно волонтеры не ждут благодарности за работу, которой занимаются по велению сердца. Но в праздничный день от слов признательности было не уйти. Наградили 5 декабря и сосногорских добровольцев. Андрей Калиничев продолжит. В зале заседаний администрации аншлаг. Сегодня здесь почти все волонтерские организации муниципалитета. Пенсионеры и школьники, работники бюджетных организаций и городообразующих предприятий. Всех этих людей объединяет желание творить добро. Признательность за важную работу от имени земляков виновникам торжества выразил глава Сосногорского района Ильдар Махмутов. Это очень огромная работа, которая оценивается теми людьми, которым вы приносите вот эту свою помощь, добровольческую помощь, поддержку. Поэтому спасибо вам огромное. Желаю вам всего самого хорошего, чтобы то тепло, которое вы приносите, чтобы вам возвращалось еще в 100 раз больше, в 100 раз лучше, чтобы вам от этого становилось теплее. Заводчане, железнодорожники, предприниматели, школьники, пенсионеры – все они разные, но все они добровольцы. Волонтерских организаций в Сосногорском районе много, направлений деятельности тоже. Но от этого только больше добрых дел. Объединение «Путь добра» создано на базе Центра социальной защиты населения и насчитывает 20 серебряных волонтеров. Они являются наставниками для детей, проводят мероприятия и акции, активно участвуют в жизни города и района. Это активное долголетие, они полезны для общества, да, вот, многие же уже закончили давно трудовую деятельность, поэтому в рамках именно такой деятельности они продлевают свое долголетие. Да? Многие из них благодаря вот этой добровольческой деятельности, они, кстати, у нас зарегистрированы на сайте добро.ру, где им представляют количество мероприятий и часов, и благодаря этому в этом году у нас 2 наших серебряных волонтеров посетили Москву. Волонтерское объединение «Доброе сердце» работает на базе Сосногорского технологического техникума. Его участники активно работают с ветеранами-железнодорожниками, оказывают помощь в организации и проведении культурных мероприятий, работают в реабилитационном отделении для детей и подростков.
Грамотными специалистами студентам еще предстоит стать, а вот хорошими людьми они являются уже сейчас. Я считаю, что очень значима наша работа в том, что ребята, наши студенты, ведя социальную работу, да, соответственно, учатся помогать людям. Очень немаловажно то, что патриотическое воспитание. Работают волонтеры и на промышленных предприятиях. На Сосногорском газоперерабатывающем заводе за добрые дела отвечает Совет молодых ученых и специалистов. Инициативы активистов всегда поддерживаются руководством и трудовым коллективом завода, первичной профсоюзной организации предприятия. Существует у молодых активистов список традиционных мероприятий, которые не теряют свою актуальность уже из года в год. Такие как «Скажи спасибо ветерану», «Подари ребенку чудо», «Дай лапу друг», интеллектуальная игра «Что, где, когда». Это лишь некоторая часть из традиционного плана работы. И на этом Совет молодых ученых и специалистов не планирует останавливаться, а готов и дальше себя проявлять. Еще одно направление работы – шефская помощь. Например, регулярно оказывается поддержка городскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. Члены Совета молодых ученых и специалистов собирают деньги, приобретают необходимые вещи, проводят мероприятия для детей. Члены Совета на добровольной основе организовывают праздничные мероприятия и утренники для детей, проживающих в социально-реабилитационном центре. Собирают подарки, устраивают яркие представления. Также праздники вызывают у детей живой отклик и помогает адаптироваться среди незнакомых людей, развивает навыки общения. Традиционных мероприятий Совета молодых ученых и специалистов Сосногорского газоперерабатывающего завода множество. Это субботник в деревне Пожня накануне Дня Победы, акция «Собери ребенка в школу перед Днем знаний», уроки безопасности для молодежи и многое другое. Волонтеры не считают всех, с кем и для кого они поработали, ведь они помогают нашему Сосногорскому району. Вы не представляете, какие эмоции дарит то, когда на тебя смотрят с благодарностью, с улыбкой. Это действительно непередаваемо. И ради этих улыбок мы готовы работать, готовы не спать. И когда задают вопрос, как вы тратите столько времени на это, вы же тратите личное время вне рабочее. А знаете, это приносит, правда, большое удовольствие. Помогают волонтеры не только людям, но и братьям нашим меньшим. В 3-й Сосногорской школе работает объединение «Крылья добра», участники которого взяли шефство над собаками из приютов. В нашей школе на данный момент организуется акция, даже благотворительная акция по сбору корма для бездомных животных, которые будут переданы в наши приюты. Также ребята могут взять шефство над собаками и каждые выходные приходить, ухаживать или помогать. О том, что волонтеры Сосногорского района – это не разрозненные организации, а огромная семья, не понаслышке знают в общественном центре помощи мобилизованным и добровольцам «Сосногорск-Донбассу». Здесь знают о каждом вкладе в будущую победу, работа во имя которой идет без выходных. И очень приятно сегодня видеть столько людей, которые были в нашем центре. Это и серебряные волонтеры, которые приносили и носки, и печенье, если уже не помню. И вот Настины волонтеры, которые, наверное, с самого первого дня помогали нам разбирать посылки, упаковывать и все остальное. Это и благовест. Вот, кстати, вот сегодня до Нового года, вернее, вот сейчас мы уже подготовили, они нам привезли маскировочные сети, уже зима, да? Вот, зимний, я имею в виду, вариант. И вот уже до Нового года ребята наши получат. Всего в почетном списке 25 волонтерских организаций. Все они получили в праздничный день благодарности главы Сосногорского района. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Прочитать о Сосногорске и людях, благодаря которым он появился, со временем можно будет не только в интернете, но и в книге, работа над которой началась в муниципалитете. Рабочую группу, в которую вошли известные общественники, краеведы и работники культуры, собрал глава Сосногорского района Ильдар Махмутов. Должна быть книга, и не одна книга, там, не один том, вот, об истории Сосногорского района, истории Сосногорска, населенных пунктов, деревень, поселков, об истории людей, которые, значит, проживали и проживают
об истории, значит, производства, которые строили, железная дорога, завод, ТЭЦ, строительство города, вот, о тружениках, о ветеранах Великой Отечественной войны. Первое собрание рабочей группы скорее знакомство с замыслом, который поддержали все единогласно. Решили, что книга действительно нужна и как возможность представить муниципалитет гостям и партнерам, и как память для последующих поколений. Как в любой город, как история должна быть. В 1939 году первая экспедиция геодезистов приехала из Печоры на пароходе, и они со стороны южного семафора зашли и сказали, был густой лес, больше тут ничего не было. И они сказали, вот здесь будет узловая станция, которая соединит Котлас и Воркуту. И вот в 1939 году как раз и начали строить железную дорогу. К первому заседанию рабочей группы был подготовлен примерный план книги. Впрочем, это не окончательный вариант, подчеркнул глава. Каждому из участников встречи было предложено придумать свой вариант, а на следующем заседании его обсудить. Работы предстоит много, но она нужна и не только тем, кто живет сейчас. Мы должны знать, и дети должны знать, и внуки должны знать, где они живут. Как говорится, без истории нет будущего. Рабочее название будущей книги, план ее и оглавление – все это рабочая группа обсудит на следующем заседании, которое запланировано на 21 декабря. В общественной приемной главы Республики Коми ранее обсудили вопрос незаконного распространения наркотических веществ несовершеннолетними, о текущем состоянии имеющихся дел по данному правонарушению и мерах профилактики рассказал руководитель следственного отдела по городу Сосногорску Вагис Низеев. По одному уголовному делу обвинялся один молодой человек, учащийся 11 класса, по второму уголовному делу двое молодых людей, учащиеся, насколько помню, 9 класса. Значит, они посредством сети интернет связывались с сбытчиками наркотиков и за определенную плату распространяли здесь тайники, закладки среди жителей. И все это делалось посредством сети интернет. Уголовные дела были окончены, направлены в суд, и молодые люди осуждены к лишению свободы. Учитывая, что данные подследственности, определенные уголовно-правовым законом о преступлениях тяжких и особо тяжких, относятся к подследственности, к прерогативе деятельности следователей следственного отдела, вот наши следователи расследовали эти дела, и в том числе по каждому уголовному делу выясняли причины и условия их совершения. По каждому уголовному делу направлялись представления компетентные организации, но в частности в учебные заведения о недостаточности проведения профилактической работы среди несовершеннолетних, разъяснительной работы с целью недопущения впредь совершения таких преступлений. Вот с этой целью следователи в этом году и в 2022 году, ну и в будущем году будут и ходят по учебным заведениям Сосногорска. В этом году, могу отметить, также посещались учебные заведения поселка городского типа Нижний Одес, где учащимся разъяснялась, значит, недопустимость совершения указанных преступлений, а также их последствия, которые очень негативно могут сказаться на дальнейшей деятельности молодых людей, поскольку их жизнь только начинается, и все только предстоит еще в жизни добиться многого.
В конце выпуска о погоде. В ближайшие дни ожидаются морозы. В четверг столбик термометра опустится до минус 32, в пятницу до минус 28. Управление по делам ГО и ЧС рекомендует населению одеваться теплее, по возможности сокращать время пребывания на холоде, а лучше и вовсе не выходить на улицу без особой необходимости. Значительное понижение температуры повлечет за собой изменение дорожных условий. В связи с этим госавтоинспекция предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с похолоданием. На этом пока все. До встречи в ближайших выпусках. Всего вам доброго. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.